Помогите мне разобраться. Фанатик. Пошел ты. Это все, что вы можете? Просто что-то сказать и убежать? Не убегайте. Любовь — это любовь. Верно? Мы должны любить друг друга. Это правильно. Я понимаю любовь между двумя одинаковыми полами. Я не против того, чтобы вы любили того, кого хотите любить. Я не против того, чтобы вы дружили с теми, с кем хотите дружить. Я не против того, чтобы вы шли на вечеринку с человеком одного пола. Я сам всегда так делаю. У меня есть хорошие друзья. Мы вместе играем в баскетбол. И они мужчины. Но, когда мы начинаем говорить, что это ненормально соединять две части пазла, которые не подходят друг к другу, то это не является гомофобией. Заткнись, это гомофобия. Почему это гомофобия? Почему бы вам не объяснить мне это? Помогите мне разобраться. Я пытаюсь. Помогите мне разобраться. Фанатик. Пошел ты. Это все, что вы можете? Просто что-то сказать и убежать? Не убегайте. Я хочу знать. Вот видите, вы убегаете. И он убегает. Скажите мне, я стараюсь понять. Помогите мне. Вас никак не должно беспокоить то, что делают другие люди в свое свободное время. Вы говорите мне, что имеет значение в моей жизни, а что нет? Вы знаете, кто я и что меня касается? Вообще-то меня это беспокоит, и это создает трудности в обществе. Ну так и не занимайтесь сексом с одним полом. Вы не должны это делать, вы не должны делать то, чего не хотите. Верно, я не буду этого делать. Если другие люди не поклоняются Богу, то я никого не буду заставлять следовать моему мнению. Но никто никого не заставляет. Я делюсь своими взглядами. Так же, как и вы. Никто вас не заставляет. Да, но есть разница, когда делятся своими взглядами с людьми, которые хотят слушать. Как все присутствующие здесь, а не делиться своими взглядами через микрофон со всеми присутствующими здесь. И через громкоговоритель со всеми присутствующими. Дорогая, если ты не хочешь слушать, ты не обязана слушать. То же самое, я не обязан спать с кем-то, и это не волнует меня. Ты не обязана слушать, и это не волнует тебя. Это твоя логика. Используй свою логику также по отношению к себе. Видите, они предоставляют мне логику, но они не желают использовать свою логику в собственной жизни. Если то, что делаешь ты, не волнует меня, то почему то, что делаю я, волнует тебя? Я хочу понять, пожалуйста, помогите мне. Хорошо, мой личный взгляд по этому поводу буквально делай то, что ты хочешь делать. Это твоя жизнь. Подойди поближе. Я квир, мне нравятся мужчины и женщины. И в конце концов, то, что я делаю, не причиняет вреда другим. Это не причиняет вреда тебе, и я не считаю то, что... Это вредит детям. Как это вредит вашим детям? Подождите. Пусть говорит один человек. Я хочу услышать то, что она хочет сказать. Мы сейчас говорим друг с другом. Кстати, меня зовут Дэвид. Приятно познакомиться. Итак, вновь. Это мой личный взгляд. Как я и сказала, что это нормально женщине спать с женщиной и мужчине спать с мужчиной, потому что это никому не причиняет вреда. Я искренне заинтересована. Я не понимаю, почему вы считаете, что должны выходить на улицу и говорить, что это ненормально мужчине спать с мужчиной. Итак, вот что мы наблюдали приблизительно последние 60 лет. Мы видели сообщество, которое чувствовало себя ущемленным из-за того, что желало реализовать свои права. И они сказали: вы знаете, мы просто хотим наших прав. Мы не хотим ничего менять в том, что вы делаете. Мы не хотим менять общество. Мы не хотим учить ваших детей. Мы просто хотим чувствовать свободу. Хорошо, законы изменились. Они получили свободу. Но ситуация не остановилась на этом. Теперь они захотели проецировать свои учения и свой образ жизни на детей. Теперь каждого второго ребенка, независимо от того, религиозны они или нет, заставляют принимать, внушают и учат вещам, в которые они не верят. И не только это. Теперь наши налоговые доллары используются для смены пола людей юного возраста и на то, чтобы давать им гормональные таблетки. И это влияет на всех. Также, основываясь на всей статистике из каждой страны, болезнь распространилась в большей степени из этого конкретного сообщества, которое практиковало такой образ жизни. А именно из-за вида сексуальной практики, которую они используют. Особенно это касается мужчин. Естественно, эта практика открывает дверь для большего количества болезней. Так это повлияло на общество. Также теперь это пришло в кино, где невинных детей сексуализируют. Этому учат в книгах, в Диснее. Подождите.
Сексуализируют таким образом, что теперь они не могут даже читать детские книги. Они не могут смотреть фильмы. У каждого есть выбор, какие фильмы смотреть. Но это внедрено повсюду. К тому же теперь это шествует и выставляется на показ на улицах. Это в каждом учреждении. Теперь мне даже